Доброе утро, Якутия! Мы начинаем новый день и рады, что именно вы встречаете его вместе с нами на телеканалах Якутия-24 и НВК Саха. Вместе с вами я, Елизавета Глаголева. Сегодня 25 октября, среда. Кстати, последняя среда в октябре. И давайте же узнаем, что мы подготовили сегодня для вас. Скоро в Якутске пройдет Республиканская олимпиада «Поколение бизнес». Об этом нам расскажет гость из офиса «Мои документы». Далее узнаем новости из мира, об открытиях ученых и другое. Также покажем наши рубрики «Полезные советы», «Мой доктор», а во втором блоке нашего эфира к нам забежит гость из Эрмитажа. Это заместитель генерального директора Государственного Эрмитажа Алексей Богданов. Так что сегодня наш эфир будет не только познавательным, но и очень интересным. Не забывайте подписываться на наш телеграм-канал «Утро Якутии», а также делиться своими новостями и видео. Их можете вы отправлять нам на нашу почту. И по традиции давайте же узнаем, какая же погода нас сегодня ожидает за окном. На 6 часов утра в центральных районах минус 7, минус 13 градусов, в Заречной группе минус 3, минус 17, в южных минус 3, минус 8, в Вилюйской группе минус 5, плюс 1, в Нижнеленских минус 11, минус 9 градусов, в западных минус 3, минус 1, в Колымо-Индигирской группе Лусов минус 23, минус 9, в Янских минус 27, минус 12, на северо-западе минус 13, минус 6. В Якутске температура воздуха на 6 часов утра составляет минус 6 градусов. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба. Ветер северный 1 метр в секунду. Сегодня днем ожидается небольшой снег. Ветер восточный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха минус 2, минус 4 градуса по Цельсию. Но я считаю, что на улице такая прекрасная погода, что после работы, конечно, выходите на улицу и прогуливайтесь, пока что еще не начались такие холода. А сейчас я хочу дать слово нашим коллегам, и в скором времени снова к вам вернемся. Доброе утро, Якутия. Последние новости к этому часу. Бизнесу в новых регионах помогут реализовать социальные проекты. Предприниматели из Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей смогут претендовать на такую финансовую поддержку, если они работают в сферах медицины, образования, культуры, спорта и гостиничного дела. Также гранты будут доступны для организаций, оказывающих соцуслуги. Сколько денег получит конкретный предприниматель, решит специальная конкурсная комиссия. Максимально бизнесу готовы предоставить 300 тысяч рублей. При этом грант запрещено использовать для уплаты налогов и сборов, а также процентов по займам и кредитам. В Якутии продолжают оказывать поддержку бойцам СВО. Сотрудники Управления строительного и жилищного надзора Якутии шьют плащи для участников специальной военной операции. Это многофункциональные плащи, которые в походных условиях могут стать палаткой, переноской, подстилкой, покрывалом и тентом. Плащи сшиты из непромокаемой ткани со специальной подкладкой из флиса, которая позволяет сохранить тепло. Плащ можно носить поверх амуниции. У него есть специальные выемки, благодаря которым можно растянуть плащ и закрепить его на колье или ветке. Всего планируется сшить более 300 плащей, отправка запланирована в следующем месяце. Своими силами, собрав средства, сшить такие плащ-палатки. Исходя из собранных средств, у нас получилось заказать где-то 850 метров ткани. Ткань мы выбрали такую хорошую, которая имеет необходимые такие характеристики, как водонепроницаемость, также имеет подкладку для тепла, необходимого для сохранения тепла. Мелкосидящие суда, которые используются в перевозке продовольствия в арктические районы Якутии по реке Колыме, смогли доставить более 42,5 тонн продуктов питания. Этот объем больше, чем в прошлую навигацию, экономичнее, чем традиционные авиарейсы. Как отметили в Якутопторге, новая схема поставки продовольствия по реке Колыме дает значительные экономические преимущества и помогает решить проблемы снабжения продуктами в труднодоступных районах.
В Якутске наступил сезон гололеда, и все больше людей стали обращаться в травмпункт. По статистике травматологического отделения с 5 по 24 октября обратилось 819 человек, из них 292 получили травмы из-за гололеда. Распространенными видами переломов среди трудоспособного населения – это дистальный отдел предплечья и голени. Люди старшего возраста в основном получают компрессионный перелом позвоночника, переломы плечевой кости и шейки бедра. Причинами получения травм служат неочищенные от снега и льда улицы. Поскользнулись, упали на руки, например. Оперлись, встали и руку, которую вы оперлись на землю, не трогать. В положении изгибания подвешиваете, на что у вас есть, например, отстегиваете шубу и туда засовываете руку и идете в травмпункт к нам. Если вы далеко где-то, то лучше скорую вызвать. Пока вы дойдете, это будет, чтобы не было смещения вторичного. Библиотека имени Белинского в Якутске победила в конкурсе нацпроекта «Культура». Учреждение получит около 8 миллионов рублей на модернизацию. Об этом сообщил министр культуры и духовного развития республики Афанасий Ноев. Также Афанасий Ноев отметил, что в Якутии на сегодня работают 504 муниципальные и государственные библиотеки. В рамках федерального проекта «Культурная среда» нацпроекта «Культура» с 2019 года в республике открылось 35 модельных библиотек. Спасибо. До свидания. Но мы не устаем вам желать доброго утра и также хорошего и счастливого дня. В начале ноября в регионе стартует Республиканская олимпиада «Поколение бизнес». И более подробно, как стать участником этого нового проекта, нам расскажут ее организаторы. Это Анна Филиппова, начальник отдела образовательной поддержки Центра «Мой бизнес». Анна, доброе утро. Доброе утро, Елизавета. Сейчас как раз идет прием заявок на этот сам конкурс, да? Все верно? И расскажите немножечко о самой Олимпиаде. Эта Олимпиада называется «Поколение бизнес». Центр «Мой бизнес» эту Олимпиаду проводит ежегодно. И в этом году мы ее проводим, наверное, уже больше 10 раз. И планируем в этом году ее провести вот уже с начала середины октября по 8 декабря. Олимпиада проводится среди школьников, и она посвящена именно тому, чтобы популяризировать предпринимательскую деятельность среди школьников. Мы очень знаем, что среди наших школьников сейчас действительно очень много бизнес-идей, и чтобы наши учащиеся республики смогли их воплотить, мы реализуем и проводим эту Олимпиаду «Поколение бизнес». А как будет проходить отборочный тур у участников? Отборочный тур у нас проводится с 16 октября по 7 ноября. В эти даты учащиеся, которые хотят принять участие, подают заявку в онлайн-формате на портале moibiznes14.rf. Далее с 7 числа по 12 они могут пройти отборочное онлайн-тестирование в формате также дистанционно, то есть как мы сейчас все привыкли это делать. Прошедшие отбор, они не просто приезжают с готовыми со своими бизнес-проектами. Мы им даем возможность обучиться тому, как писать бизнес-план. Это у нас будет обучение проходить опять-таки онлайн-формате с 13 по 17 ноября. И вот только после этого они к нам приезжают на очный финальный этап. Мы их приглашаем 8 декабря. И, конечно же, наши участники в рамках защиты бизнес-проекта не только смогут представить свои идеи и проекты, но смогут принять участие в выставке «Бизнес-экспо» и уже реально представить свою продукцию, если таковая у них уже имеется. А также по 3 номинациям победители смогут получить денежные призы в размере 50 тысяч рублей на старте развития бизнеса. Я думаю, что вот такой старт поможет им реализоваться. Ведь предпринимательской деятельностью школьники у нас имеют право заниматься уже с 14 лет и зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя или самозанятого. Ну, это очень здорово. Но сейчас проходит очень множество разных олимпиад. Да. Скажите, пожалуйста, чем именно ваша олимпиада, какая у нее есть изюминка?
Но вот думаю, что изюминкой является именно то, что наша Олимпиада содержит не только отборочный тур, но и обучающий элемент. То есть наши школьники смогут с преподавателями, сертифицированными тренерами корпораций малого и среднего предпринимательства познакомиться и узнать, как подробно пишется бизнес-план, а также узнать различные маркетинговые особенности, определение целевого сегмента рынка и так далее. То есть очень много интересных будет разделов, которые им пригодятся в будущем. А также интересно, конечно же, это формирование мягких компетенций, это различных моментов того, как правильно публично выступать, как формировать эмоциональный интеллект. А вот будет очный, вы говорили, то, что очный уже после отборочного тура, уже финал, да, который будет проходить очно. Что интересного обещается в этом финале? Этот финал мы, конечно же, планируем в очном формате. Компетентные члены жюри оценят бизнес-проекты, но кроме этого мы планируем для наших участников проведение различных интересных мастер-классов. То есть не только защитить бизнес-план, но и познакомиться со своими детьми в активной игровой форме, также узнать опыты успешных предпринимателей и, соответственно, может быть, формировать у себя очень интересные компетенции, которые нужны в современных реалиях. Ну вот достаточно эта Олимпиада современная, потому что раньше, в мое время, таких Олимпиад и вообще, в принципе, мероприятий не существовало. Скажите, почему вот именно школьники должны захотеть поучаствовать в этой Олимпиаде? Но я еще раз повторяю, да, что на сегодняшний день реалии современного мира диктуют то, что школьники не только могут, но и должны активно участвовать в мероприятиях не только школы или по линии каких-то вот своих министерств образования, например, да, но и в таких, которые могут оказать им в будущем профессиональную платформу для старта своей жизни, в том числе и в предпринимательской деятельности. Ну, а где можно, давайте еще раз, вы уже сказали, еще раз скажем нашим телезрителям, где можно подробнее узнать об участии об Олимпиаде. Мы приглашаем школьников нашей республики принять активное участие в Олимпиаде поколения бизнес. Более подробная информация у нас размещена на портале Центра «Мой бизнес». Это moybiznes14.rf, а также информация размещена и в средствах массовой информации, и в управлении образования каждого УЛУСа. И, конечно, заключительный вопрос, даже не вопрос, а скажите, пожалуйста, свои пожелания участникам, которые будут участвовать в такой интересной Олимпиаде с такими, причем, хорошими призами. Команда Центра «Мой бизнес» ждет самых активных, самых предприимчивых школьников нашей республики в качестве участников Республиканской Олимпиады по предпринимательству среди школьников поколения бизнес. Я призываю вас всех принять самое активное участие. Вас ждут интересные мероприятия, мастер-классы, защита бизнес-проекта, который может стать подспорьем и в вашей будущей жизни, а также знакомство, и, может быть, вы выиграете главный приз. Анна, спасибо вам большое за то, что вы нам рассказали про такую интересную Олимпиаду. Я думаю, даже многие не знали, что такое вообще существует. Вам, конечно, хочется пожелать интересных проектов, чтобы пришли интересные участники, которые, конечно, смогли побороться за победу и за такие интересные призы. А вам лично хочется пожелать, конечно же, удачного дня и хорошего настроения. И вам спасибо большое. Ну а теперь давайте же узнаем, какие знаменательные даты и праздники сегодня нас ожидают. На календаре 25 октября. Сегодня отмечается Международный день школьных библиотек, День таможенника Российской Федерации, День работника кабельной промышленности в России. По народному календарю в этот день отмечается память 3 святых мучеников – Прова, Тараха и Андроника, пострадавших за веру при императоре Диоклетиане.
По звездам судили и о погоде, и о будущем урожае. Так, если небо было звездным, на следующий год должен был уродиться горох. Яркие звезды предвещали морозы, тусклые – оттепель, а мигающие – перемену погоды. Если же видели падающую звезду, ждали ветров и сухого года. В 1922 году в Советской России завершилась гражданская война. В 4 часа дня 25 октября 1922 года части Народно-революционной армии Дальневосточной Республики вошли во Владивосток. Взятие Красной армии Владивостока 25 октября 1922 года традиционно считается датой окончания гражданской войны. Однако одиночные бои велись еще примерно год, а отдельные белопартизанские отряды действовали еще несколько лет. В 1971 году Тайвань исключен из состава ООН. В 1990 году в этот день состоялись съемки первого выпуска телеигры «Поле чудес». В этот день родились Мария Романова, Иоганн Штраус, Жорж Бизе, Глеб Успенский, Пабло Пикассо, Галина Вишневская, Анни Жирардо, Тамара Семина. Именины в этот день отмечают Александр, Богдан, Денис, Доминика, Иван, Кузьма, Макар, Максимилиан, Мартин, Николай, Тарас, Федот. Ну а в ночь с 31 октября на 1 ноября в мире будут отмечать, так сказать, своеобразный праздник Хэллоуин. Для россиян этот праздник относительно новый. Русская православная церковь празднование Хэллоуина не одобряет, как, кстати, и Совет муфтиев России. Но все же ежегодно современная молодежь отмечает этот праздник на узких кругах. Ну а за границей уже вовсю начали готовиться к этому календарному событию. В преддверии Хэллоуина в Нью-Йорке в субботу на Томпинг-сквер прошел ежегодный парад собак. Хозяева с четвероногими друзьями показали жуткие и смешные образы. Крошечный Голлум, миниатюрная Барби, пушистый Пикачу и многие другие. Когда сначала парад отменился, мы запланировали другие дела на день. Но когда мы узнали, что мероприятие состоится, нам было сложно найти наряд. И как только я нашел для него что-то подходящее, я подумал, что мы вполне подходим друг к другу. Большинство костюмов хозяева смастерили самостоятельно. Хозяйка кота в образе Голлума рассказала, что идея костюма родилась сама собой. Мне и раньше говорили, что она похожа на Голлума, так что я просто решила сыграть на этом и взять эту идею с мешочком для колец, Гэндальфом и Леголасом. По данным местных СМИ, в параде приняли участие более 600 собак. За ними наблюдало около 15 тысяч зрителей. Ну а мы переходим к не менее интересным новостям из мира. Так, в соседней стране Китае всерьез взялись за борьбу с детской зависимостью от смартфонов, так как это сегодня одна из главных проблем в Поднебесной. Еще в августе в стране разработали правила, ограничивающие время, которое несовершеннолетние могут проводить со смартфонами до 2 часов в день. Для детей до 8 лет не более 40 минут в день. Местные СМИ пишут, что когда время ежедневного использования будет превышено, мобильный телефон автоматически закроет все приложения. Так называемый режим несовершеннолетних. Также запретит использовать до 18 лет доступ в интернет на мобильных устройствах с 10 вечера до 6 утра. Но пока еще не ясно, когда новое правило вступит в силу. Между тем, родители относятся скептически к этому ограничению, поскольку во многих электронных устройствах уже есть детский режим. Но если лично мое мнение сказать, то что я на самом деле согласна с этим, потому что очень часто я замечаю, когда я еду в автобусе или нахожусь на каком-нибудь мероприятии, дети сидят постоянно в телефонах, смотрят мультики, но при этом не наслаждаются окружающим миром, потому что если выйти на улицу, можно столько всего интересного увидеть, особенно когда в Якутске наконец-то выпал у нас снежочек, сейчас все беленько, светленько и прекрасно. Ну а между тем российский космонавт
космонавт Константин Борисов показал, как выглядят разные континенты из иллюминатора космического корабля на Международной космической станции. На эксклюзивных кадрах, снятых с 16 по 20 октября, видны каньон и Великие озера Северной Америки, Южная Америка и закат над Атлантикой. Также на видео южная часть Израиля, Синайский полуостров и Акабский залив в Египте. Далее из иллюминатора наблюдаются страны Аравийского полуострова и Иордания, а также Саудовская Аравия. Напомним, что российский космонавт Константин Борисов прибыл туда 27 августа на борт американского космического корабля SpaceX Crew Dragon с экспедиции Crew 7. Мне кажется, что 100 лет назад еще считали то, что все, что сейчас нам показали на экране, это что-то неведомое и что-то того, что не существует. И очень здорово, что сейчас наука выходит на такой уровень, когда мы узнаем не то, что происходит только у нас в регионе или в нашей стране, а узнаем также то, что даже происходит на небе и на разных планетах. Тем временем ученые посчитали, что Луна может быть на 40 миллионов лет старше, чем считалось раньше. Появилось доказательство, что Земля еще росла, когда спутник уже был сформирован. Новые выводы были сделаны ученым Чикагского университета после анализа лунных кристаллов, привезенных с последней миссии «Аполлон» в 1972 году. Наиболее широко распространенным объяснением существования Луны является теория гигантского удара, предполагающая, что планета размером с Марс врезалась в Землю. Считается, что обломки, выброшенные в результате столкновения, воссоединились и образовали Луну. Предполагая, что кристаллы циркона появились позже, ученые использовали радиометрическое датирование, наблюдая за скоростью распада атомов кристаллов, чтобы определить их возраст. Их результаты отодвинули рождение Луны на 40 миллионов лет назад, по крайней мере до 4,46 миллиарда лет. Ну а мы переходим к теме здоровья. И, как сообщает Daily Mail 1, дополнительная чашка несладкого кофе в день приводит к устойчивой потере веса. Исследования проходили в период с 1986 по 2015 год. Исследователи изучили потребление кофе с кофеином и без кофеина и рассмотрели, добавляли ли люди в свой напиток сахар, сахарозаменители или сливки. Ученые обнаружили, что одна дополнительная чашка несладкого кофе в день была связана со снижением веса на 0,12 килограмма за 4 года. Однако, если участники увеличивали ежедневное потребление сахара всего на 1 чайную ложку, они набирали почти 1 килограмм за этот же период. Исследование обнаружило только связь между потреблением кофе и изменениями веса, а это означает, что участники не обязательно теряли или набирали вес из-за напитка с кофеином. Например, может случиться так, что люди, которые добавляют сахар в кофе, с большей вероятностью будут съедать больше добавленного сахара в целом в течение дня, что может привести к увеличению веса. А те, кто пьет несладкий кофе, возможно, более сознательно относятся к снижению добавления сахара в свой рацион в целом. И мы с вами плавно перешли к нашей традиционной рубрике «Мой доктор», где сегодня мы вам расскажем о подушке. Как же выбрать подушку, чтобы она хорошо влияла на ваш сон. Доброе утро! Первые подушки были найдены в древнеегипетских пирамидах. И служили они не для удобства сна, а для того, чтобы не испортить во сне прическу. А можно ли с помощью подушки снизить риск развития болезней и их осложнений?
Например, в продаже есть подушки, которые препятствуют храпу, снижают количество морщин и противодействуют рефлюксной болезни. Работают ли они? Подушка против храпа – одна из основных причин храпа – ожирения. У пациентов индексом массы тела, превышающим 29, вероятность наличия синдрома обструктивного апноэ сна в 8-12 раз выше, чем у пациентов без ожирения. Также большую роль играют анатомические дефекты – искривление перегородки носа, полипы, увеличенные миндалины, удлиненный небный язычок, новообразование. Физиологический храп связан с тем, что во время сна у человека непроизвольно расслабляется мягкое небо, и язычок, мягкие ткани гортани вибрируют, и человек храпит. От храпа нередко страдают люди, которые спят на спине. Это так называемый позиционный храп. Подушка антихрап оснащена встроенным микрофоном, который увеличивает звуковые вибрации, вследствие которых возникает храп. В это время воздушный карман, встроенный в подушку, раздувается, поднимает ее на несколько сантиметров, в результате чего или открываются дыхательные пути спящего, или он от этого движения просыпается и может поменять положение. Первые полчаса после активирования подушки она находится в покое, чтобы владелец успел заснуть. Подушка против морщин. Подушки от морщин обычно делаются из гладкого материала, например, используют шелк. Скользкая поверхность шелковых наволочек снижает трение и кожи, и она не заламывается в складки. Специальные выемки на подушке минимизируют контакт с поверхностью с лицом, поддерживая зону шеи и головы в удобном физиологическом положении, что делает правильное распределение нагрузки на мышцы. Подушка против рефлюксной болезни. Рефлюкс – это обратный заброс содержимого желудка в пищевод, а также содержимое имеет кислую реакцию, возникает изжога, которая несет риск развития рака. Если вы просыпаетесь по ночам из-за изжоги, то вот что поможет вам спать лучше. Поднимите головной конец кровати на 15-20 сантиметров. Используйте специальную клиновидную подушку, которая помогает спать под наклоном. Тогда жидкость не будет так высоко забрасываться при приступе рефлюкса. Ну а если начинать утро с улыбки, тогда весь день пройдет на позитиве, говорят психологи. Ну что же делать, если собственная улыбка и неровные зубы вызывают стеснение, а зубная щетка и новомодные гаджеты помогают мало? Ровная белоснежная улыбка сегодня не только показатель статуса, но и залог крепкого здоровья. Как с помощью современных возможностей медицины обрести идеальную улыбку, расскажем далее. Руслана Иванова из-за неровных зубов с детства стеснялась улыбаться, особенно когда фотографировалась с друзьями. И этим летом она решилась установить брекеты. В клинике, куда она обратилась, специалисты подробно рассказали о предстоящей процедуре и уже на первой консультации сняли слепки. Затем, после небольшого периода лечения, установили брекет-систему. Не было таких сильных болевых ощущений. Было именно дискомфорт от того, что что-то инородное находится во рту. Но со временем я привыкла, и сейчас я даже не замечаю то, что у меня что-то находится. Единственный минус – это долгая чистка. Тщательная и долгая чистка зубов, небольшие ограничения в еде в первые 2 недели – эти неудобства от установки брекетов несравнимы с тем результатом, который девушка видит уже сейчас, спустя всего 2 месяца. Но вот уже после установки брекетов прошло совсем немного времени, но я уже вижу первые результаты, я уже чувствую себя намного увереннее. Уверенность и красота – это не единственное преимущество установки брекетов. Как говорят врачи, это прежде всего о здоровье, ведь именно от правильного прикуса зависит многое. А брекеты как раз исправляют даже глубокий прикус. Все сильно прямо зависит от прикуса. Если будут зубы ровные, правильные, то тогда и лечение на брекет-системах, лечение на коронках, пломбы, импланты, все это намного проще будет. Поэтому если пациенты хотят поставить брекеты, это прям очень хорошо, потому что правильный прикус залог всего здоровья. Сегодня современная стоматология предлагает пациентам различные виды брекет-систем. Какая из них подходит пациенту, зависит от индивидуальных особенностей и рекомендаций специалиста. В данном случае у Русланы стоит самолигирующая брекет-система Damien Q. Она на самом деле универсальная система.
Бывает брекет-система с керамическими накладками, то есть сами брекеты, они практически белые, прозрачные. С внутренней стороны можно брекеты поставить. Бывают еще и капы, это элайнеры. Тоже не всем пациентам подойдет, поэтому нужна консультация у специалиста. Во время очередного осмотра врач проверяет, как пациент выполняет его рекомендации и остается доволен текущим результатом и тем, как девушка ухаживает за зубами и брекет-системой. Мешает? Ну сверху, слушай, у тебя очень хорошо здесь зажило все. Полностью все зажило. Впереди еще длительный этап лечения. В среднем это занимает от 1,5 до 2 лет. Но девушка настроена решительно. Ведь красиво улыбаться, чувствовать себя уверенно – это ее давняя мечта. А современные возможности стоматологии, доступность, индивидуальный подход в лечении и возможность гибкой оплаты услуг позволяет практически всем, кто этого захочет, обрести идеальную улыбку. Ровные, красивые зубы – это, наверное, приоритет для пациентов. Мы решаем сторону функционала, чтобы пациенты не задумывались о том, что как им пережевывать, задумывались о том, что как им красиво улыбаться. Туяра Филиппова, Семен Афанасьев, Якутск. Скрупулезно подбирать одежду сугубо для женщин и девушек. Однако это ложное суждение. Современные представители сильной половины не менее дам заботятся о своей внешности и стиле. Встречают по одежке, поэтому выглядеть дорого и красиво – это обязанность каждого успешного парня. В нашей стильной рубрике мы расскажем, как стильно, модно и правильно одеваться мужчинам, как выглядеть эффектно и при этом вписываться в минимальный бюджет. Доброе утро, друзья! Я стилист Бронислава Май, и сегодня в нашей стильной рубрике «Одежда для мужчин». Я знаю, что многие спрашивают, а как же одеваться красиво и классно мужчинам? Я вам так скажу, каждый мужчина может одеваться, как ему вздумается, потому что это его выбор. Но мы сегодня специально для вас подготовили классные рекомендации о том, как же все-таки можно интересно и стильно одеваться мужчинам. Самый главный и простой прием того, как гардероб можно разнообразить, это использовать прием многослойности. Многослойность отлично смотрится, вытягивает силуэт и создает контрастные полосы. Здесь у нас светлая футболка в сочетании с клетчатой рубашкой. Это достаточно простое сочетание, которое хорошо будет смотреться в комбинации как с брюками, так и с джинсами. Помните, что лучше всего рубашку расстегивать на полные пуговицы для того, чтобы это смотрелось красиво. В зимний период многослойность может быть более плотной и более теплой. Здесь мы с вами выбрали шерстяную водолазку в хаки оттенке. Также здесь у нас сверху джинсовая рубашка. Она выполнена из мягкой джинсы, поэтому она пластичная, удобная и комфортная даже для носки в зимний период. Такую водолазку можно носить в сочетании с пиджаками или кардиганами. Также хорошо она будет смотреться для самостоятельной носки с джинсами или брюками. Помните, что очень важно иметь ремень на джинсах, потому что именно это придает образу лоска. Если вы нашли любимые джинсы, обязательно приобретайте сразу 2, потому что процент износа джинс и брюк в мужском гардеробе очень высокий. Также здорово будет смотреться, если вы приобретете сразу разные по цветам джинсы. То есть более светлые джинсы вы можете сочетать в комбинации с пастельными оттенками. Темные джинсы могут быть базовыми, и вы можете их сочетать с чем угодно. Также хорошо, если в вашем гардеробе будут хотя бы одни брюки. Но какие брюки стоит выбирать? Выбирайте мягкие, удобные брюки, которые не сдавливают и не сковывают ваше движение. Именно такие брюки вы сможете носить как и в офис, так и в повседневной носке. Такие брюки будут хорошо смотреться и с рубашками, да, и с различного рода свитерами, кардиганами, и даже с пиджаками. Поэтому такие брюки я считаю незаменимыми в мужском гардеробе. Шерстяной свитер в нейтральном оттенке в мужском гардеробе – вещь незаменимая. Такой свитер может быть совершенно универсальным. Вы можете носить его весь зимний период, сочетая по-разному, подбирая разные брюки и джинсы. Также здесь есть верхний замок, вы можете его расстегивать, под низ добавлять разного по цвету футболки и рубашки. Поэтому такой свитер может быть отличным вторым слоем, который будет делать ваш образ комфортным и уютным.
универсальная вещь для любого мужчины – это худи. Мы все привыкли к этому предмету гардероба, и сейчас он является, скажем так, основным в гардеробе и мужчин, и женщин, и детей. Но именно худи делает ваш гардероб более комфортным. То есть в такой вещи вы можете отправиться на встречу с друзьями, в кино или даже быстренько сбегать в магазин за продуктами. Поэтому выбирайте худи в ярком цвете, чтобы ваше настроение всегда было на высоте. Носки – самый главный аксессуар в мужском гардеробе. Именно он задает тон и настроение. Ну и, конечно, доставляет очень много неудобства, если вдруг теряется. Поэтому носков в гардеробе мужчины должно быть много. И если они будут разные, это даже и хорошо. Поэтому выбирайте яркие носки, дополняйте свои образы, и тогда ваш гардероб заиграет новыми красками. Да, уже действительно надо утепляться. Как сообщают синоптики, на следующей неделе уже в Якутске обещают резкое похолодание. Но раз уж мы заговорили о стиле, то в нашей рубрике «Полезные советы» мы вам расскажем, как укоротить джинсы, не прибегая к помощи швейной машине. Доброе утро! Сегодня расскажу вам о том, как, не прибегая к помощи специалиста, швейной машинки, своими руками укоротить джинсы. Я с таким сталкиваюсь очень часто. Например, покупаешь джинсы в магазине, или это пусть даже будут брюки, они бывают очень длинными. Чтобы их укоротить, не используя ножницы и машинку, сейчас я вам это покажу. Смотрите. Берем джинсы. Вы измеряете длину, которая вам нужна, да? Вот я, например, у меня вот столько мне нужно. Я их выворачиваю внутрь. После, если у вас есть утюг, вы можете утюгом также прогладить, чтобы была очень прямая, четкая линия. Так, берем край джинс, выворачиваем их наружу. Смотрите, чтобы был видно фабричный шов. Выходит вот так. Смотрите. Теперь берем иголку с ниткой и аккуратненько начинаем шить. Тут главное, чтобы шов самих низ джинс был виден. Вот так. Шов должен быть очень маленький. Его не должно быть совсем видно. Смотрите, получается аккуратно. И если у вас, конечно, дома есть швейная машинка, вы можете, чтобы времени много не уходило, воспользоваться швейной машинкой. Но перед морозами надо позаботиться не только о себе, но и о своем железном коне. Так, если своевременно обслуживать автомобиль, то он будет долго служить, радуя своего владельца. Проводить техобслуживание вовремя, менять масло и техжидкости. Не доводить поломки до критического состояния. И в следующем сюжете мы узнаем, в каких случаях нужно это делать. Доброе утро, друзья! Я думаю, что многие из вас являются автолюбителями, и бывает такая неисправность, как быстрый износ шин, или вообще машина плохо управляется. Либо вы делали ремонт ходовой части, и вас беспокоит управление автомобилем. И чтобы быть спокойным или устранить эту неисправность, мы приезжаем на сход-развал. Давайте сегодня мы пообщаемся с таким специалистом. Основная проблема, из-за чего люди приезжают, и для чего нужно, чтобы колеса были ровными? Тут три варианта. После ремонта, после обслуживания, там сняли пыльник, заменили смазку на рулевой тяге, на наконечниках, на шаровых, на приводах. Ну и переобувка. Да, даже переобувка? Да. То есть, если, например, поменял летние колеса на зимние, то может это как бы повлиять? Да, схождение с развалом идет. То есть мы, возможно, даже вовремя приехали. Да, и тем более сейчас с ценами на резину
Очень актуальны. Ну вот, кстати, чем чревато, да, это, ну, насколько я знаю, может подъедать резину, да, то есть какой-то с одной стороны или там... Да, внутреннюю или наружную часть, это в какую сторону несло схождение. А как можно определить, что, ну, допустим, человек ездит, вроде все устраивает, но есть ли какие-то вот признаки того, что пора ехать на сход-развал? Ну, в зависимости от погодных условий. Лето сейчас, зима. Летом, например, после ремонта, не такого уж небольшого, там, как замена шаровых, потому что рулевые тяги, замена наконечников — это 100% регулировка. Шаровые еще более-менее как бы изменения внесут, но, опять же, летом при горячей, жаркой погоде, точнее, резина будет свистеть. То есть свист резины, да, это уже первый да, признак. Зимой машина будет неуправляемая. А приезжают сюда люди после ДТП. После ДТП мы в 80% помочь уже ничем не можем. Там уже это повреждение кузова, да, повреждение кузова, либо замена полностью всех комплектующих, которые, если пострадало колесо, диск, резина, то это 100% стойка, ступица, рычаг, рулевая тяга и наконечник. Вот это все замена, проверка, сход развала. Если развал вне зоны допуска, значит повело кузов. Но уже ничем помочь нельзя. Да, регулировка здесь не поможет. Если машина, например, новая, либо свежепригнана, например, с Японии, либо европейская, ну, типа корейская леворукая машина с завода-изготовителя, скажем так, то, ну да, два раза в год в наших климатических условиях, после замены зимней на летнюю, либо наоборот с летней на зимнюю. Это в случае того, что без ремонта. Понял. Потому что если, например, сейчас, если последний раз ты делал 3 года назад, то придется греть. Даже греть? Да, потому что они закисают. Так, ну давайте посмотрим. Вот, например, вот они рыжики. Дорогие телезрители, следите за своими автомобилями, делайте своевременное техническое обслуживание, и ваша машина прослужит вам долго. Ну а более подробно тему регулировки схода-развала смотрите в одном из ближайших выпусков передачи «Испытано на себе». Но в алмазной столице в эти дни прошла ярмарка действий, где мирницам дали возможность проявить и показать свои таланты. Более подробно о мероприятиях в следующем материале. Световой танец – разновидность яркого и динамичного танца с огнем, но более безопасный и подходит для новичков. Своеобразное испытание на ловкость прошел 10-классник Валентин Эйленберг. Он услышал о ярмарке в школе и пришел сюда с товарищами. Сегодня я просмотрел абсолютно все активности. Больше всего понравились бурятские игры, а именно кости. В них я выиграл кружку. Также еще понравилось очень фаер-шоу. Я пробовал первый раз, до этого ничем не занимался. Мне сказали, что у меня скрытые таланты, отлично получается. Посетители ярмарки раскрасили страницы истории города, примерили парашютное снаряжение, сыграли в настольные игры и сшили себе якутскую сумочку на ярмарке идей и проектов «Действуй». Представители общественных организаций познакомились друг с другом, поделились идеями, предложили план развития социальных инициатив и рассказали уникальную историю создания своего ремесла. Я сама являюсь мамой маленькой дочки. Поскольку возраст ребенка маленький, необходимо было ей объяснить как-то все это интересно и доступно. И самый лучший способ оказалось это обычные раскраски. Раскраски с маленькими рассказиками, сказками. То есть проект зашел весьма успешно. Центр развития предпринимательских и общественных инициатив организовал ярмарку для знакомства жителей Мирного с новыми видами досуга и творческими направлениями. Также в ярмарке участвовали несколько благотворительных фондов. Одни объединились для спасения бездомных животных, другие – для плетения маскировочных сетей, нужных в зоне СВО. Администрация Мирнинского района традиционно поддерживает движение общественных инициатив, некоммерческих организаций через проведение каких-то грантовых конкурсов из бюджета муниципального образования Мирнинский район. Каждый участник смог расширить кругозор и выбрать дело по интересам, а представители общественных объединений нашли своих единодушников. Елизавета Седых, Илья Шикуля, медиакомпания «Алмазный край». Мы продолжаем освещать самые заметные события. Доброе утро.
Объем закупок крупнейших заказчиков у малых и средних предприятий-поставщиков по итогам 3 кварталов этого года достиг рекордной суммы почти 4 триллиона рублей. На это повлияла в том числе и реализация комплекса мер господдержки, среди которых введение увеличенной квоты закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства и ее распространение на заказчиков. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года изменилась и структура закупок. Так, например, стало закупаться больше транспортных средств, оборудования и рыбы. Выросло число договоров в области обязательного соцобеспечения в сфере производства фильмов и телепрограмм, а также прочего. Летом 2024 года в Якутске планируется переход на новую маршрутную сеть общественного транспорта. Тесные и небезопасные автобусы малого класса уступят место комфортным современным автобусам большого и среднего классов. Автобусы будут низкопольными, что позволит создать комфортные условия поездок. Проект маршрутной сети предполагает 4 типа маршрутов: магистральные, городские, подвозящие и пригородные. Все они имеют свои функции и строгое место в единой системе перевозок. Например, для охвата улучшения транспорта и уменьшения времени задержек в пути некоторые маршруты будут направлены в обход крупных трасс. Таким образом, дорога между микрорайоном Ильинка и улицей Богдана Чижикова станет быстрее на 10 минут. Мы создали не только маршрутную сеть, да, как она должна работать, но и рассчитали количество необходимого транспорта на линии, сколько должно быть транспорта, да, именно объективно, и с точки зрения математики, и с точки зрения мнения жителей, и с точки зрения опыта, который у нас есть. Поэтому мы ставим перед собой задачу решить проблему с переполняемостью автобусами и интервалом движения. И третье у нас это так называемая гонка, да, маршрутов частных, особенно частных перевозчиков. Это мы видим, когда несколько параллельных движущихся автобусов разных маршрутов гоняются за пассажирами. В рамках недели ювелира студенты и преподаватели Якутского художественного училища провели мастер-класс по созданию якутских сережек и косоплеток. Серьги изготавливаются из медной проволоки и бусин, а украшения для волос, косоплетку изготавливают из специальной кожи и украшают медными вставками и бусинами. Необходимый материал предоставляет художественное училище. На мастер-класс было много желающих, однако из-за нехватки необходимого количества материала места были ограничены. Так, на мастер-класс попали первые записавшиеся 50 человек. Конечно, мастер-классов сейчас в наше время очень много, но именно художественное училище имени Романова, именно эти национальные украшения, изделия, и они, конечно, импонируют, что они исторически достоверны, они хорошо, глубоко изучены, и весь материал предоставляется, у нас еще есть помощники. Ага. Мне нравится как-то именно к истории, культуре приобщаешься. В Якутии стартовал проект «Киномания» по обучению будущих кинематографистов. Почти 2 недели 69 старшеклассников Якутии, прошедшие отбор по итогам творческого конкурса, будут участвовать в мастер-классах и съемках под руководством опытных наставников. В завершении обучения съемочные группы школьников представят свои итоговые работы на детском фестивале короткометражных фильмов. Напомним, что в республике по инициативе главы региона Айсена Николаева реализуется концепция развития киноиндустрии, анимации, а также принят региональный закон о поддержке кино. В республике турнир по масс-рестлингу откроет новые имена. Около 150 начинающих спортсменов выйдут на помост республиканского турнира по масс-рестлингу. Соревнования пройдут 27-29 октября в спорткомплексе «Мадун» в Якутске. Как отметил ранее глава Якутии Айсен Николаев, национальный вид спорта масс-рестлинг продвинулся на международном уровне и становится популярным во многих странах мира. Особенностью уже традиционного турнира является то, что в нем не принимают участие мастера спорта и кандидаты в мастера спорта по масс-рестлингу, а с этого года призеры республиканских соревнований. К этому часу это все новости. Оставайтесь с нами. Ну а мы в эфире «Утро Якутия». 25-28 октября в Якутске впервые пройдут Дни Эрмитажа. Подарок 95-летию Национального художественного музея Республики Саха-Якутия. Якутянам представят различные выставки. Какие это выставки? Сейчас мы поговорим с нашим гостем в студии. Это заместитель генерального директора Государственного Эрмитажа Алексей Валентинович Богданов. Алексей Валентинович, доброе утро. Доброе утро. Рада вас приветствовать на нашей якутской земле, на земле Олонхон.
И первый же вопрос. Выставка уже начинается с сегодняшнего дня и продлится по 28 октября, как я уже сказала, в Национальном художественном музее. В чем же уникальность эрмитажных мероприятий в разных городах и странах? Ну, первая выставка, вчера было торжественное открытие, сегодня уже открыто для посетителей. А уникальность, наверное, заключается в том, что, во-первых, мы привезли экспонаты, что первый раз мы никогда не привозили в Якутию, никогда не было здесь выставки из Эрмитажа. Мы привезли несколько экспонатов, хотя обычно привозим один. Здесь же представлены часы солнечные и сопровождение к ним несколько картин, которые описывают эту эпоху, когда они были созданы. Наверняка столь крупному выставочному и просветительскому проекту предшествовала колоссальная подготовка. Расскажите немного об организационных моментах. Ну, подготовка любой выставки — это, на самом деле, огромный труд. Начинается с выбора, что показывать, что привозить. Потом работают реставраторы, потому что предмет нужно укрепить, как правило, для того, чтобы привезти. Ну и гигантская работа проведена здесь. И тут я хочу сказать спасибо коллективу музея, потому что подготовить зал, подготовить экспозицию — это кажется просто. На самом деле нужно, начиная от перестройки стен, покраски, выбора, освещения — это огромный труд. Но в числе мероприятий Дней Эрмитажа объявлен день, где будут проходить семинары для профессионального музейного сообщества. Это как раз великолепная возможность для наших музейщиков поучаствовать в мероприятии. Осветите кратко программу этого лекции. Ну ведь кроме самой выставки, Дни Эрмитажа всегда сопровождаются некими событиями. Значит, эти события — это лекции для искусствоведов, это мастер-классы для реставраторов. Я коснусь вопросов безопасности музея и эксплуатации музея. Я расскажу там про пожарную безопасность, про защиту от краж, про энергосбережение. Да и вообще любые вопросы, которые возникнут, это будет зависеть уже от вопросов музейщиков. Ну вот вы начали уже рассказывать про охрану и техническую безопасность. Эрмитаж — это главная российская сокровищница мирового искусства, в которой более 3 миллионов экспонатов находится. На самом деле даже сложно, если не увидеть вживую, сложно даже вообразить, какая же все-таки работа остается в тени от посетителей. Из чего состоит ведение технического хозяйства? Ну, давайте я кратко попробую рассказать. Ну, во-первых, технический Эрмитаж, ну, например, потребляет больше 12 мегаватт электричества. У нас примерно, я назову примерные цифры, 700 систем кондиционирования, 694, если точно, 78 тысяч лампочек, да, не знаю, там 6 тысяч замков, 4 тысячи окон, систем, например, охранной сигнализации датчиков, там более 30 тысяч. Точек управления, а у нас центральная система управления инженерии всей, это около 31 тысячи точек, которые можно управлять. И все это обслуживают примерно 450 человек, где-то 120 инженеров, 220, простите, инженеров и 200 рабочих. Ну, это здорово, это реально так много людей работает, что даже представить сложно. Но, как говорят, музей начинается не с гардероба, а с человека, который встречает вас около дверей, да, охранник, да? Охранник. Расскажите немного про охрану, как защищаются экспонаты и как сделать так, чтобы вандалы не испортили их. Ну, встречает действительно служба безопасности и администраторы. Ну, как правило, первого видите сотрудника службы безопасности. Вообще Эрмитаж охраняется полицией, службой безопасности и пожарной частью. У нас придан батальон полиции, придана пожарная часть своя у нас находится внутри здания, ну и служба безопасности. Что касается администраторов, то это тоже такая группа службы гостеприимства, которая, мы ее так и называем, она так и числится, которая встречает посетителей. Это, конечно, всегда приятно, когда вас с улыбкой встречают, когда вам что-то подскажут, расскажут. Это да. Ну, а какие инновационные проекты вы какие-нибудь привезли в Якутск? Потому что я знаю то, что, конечно, история — это история, но вы стараетесь также что-то новое делать, чтобы молодежь тянулась в искусство. Мы привезли 2 интересных таких проекта, VR-проекта. Один связан с таким виртуальными очками, это можно посмотреть уже с сегодняшнего дня, когда вы, там, 18-минутный фильм про Эрмитаж с Хабенским, вы можете прогуляться по Эрмитажу, посмотреть вокруг. При этом вас будет сопровождать Хабенский, комментировать. Там есть исторические персонажи, современные персонажи. И второй, совершенно уникальный, мы отсканировали в такой
технологии фотограмметрии 2 зала, потому что экспонаты мы можем к вам привезти, а зала точно нет. И для того, чтобы посетитель почувствовал себя в зале, почувствовал атмосферу, в которой бытуют экспонаты, вот это уже виртуальный шлем, это не очки. Это вам надо реально ходить по какой-то площадке. Вы можете перемещаться по этому залу и даже взлететь наверх. Очень интересно, так что всех приглашаю. Да, обязательно приходите, потому что это очень интересно. И, конечно, вы же человек приезжий. Скажите, пожалуйста, вы впервые в Якутии, в городе Якутске? В Якутске впервые и в республике впервые. И хочу сказать, что я, конечно, немного успел посмотреть, но я видел в основном пока только музеи. И город, значит, город очень современный. Я приятно удивлен, могу сказать, потому что я был там, например, не знаю, на севере достаточно много где, и в Норильске. Так вот, несравнимо гораздо, как бы сказать, ну, если можно так выразиться, монументальнее, да? То есть, ну, думаю, что это является столицей Севера, на самом деле. Но вы, получается, принесли нам очень интересную программу. А какую-нибудь программу вам подготовили? Где-нибудь вы были? Ну, конечно, в первую очередь, как музейщик, мы посетили с коллегами, а нас 9 человек, посетили многие музеи. То есть музей Мамонта, были на музее вечной мерзлоты, что тоже очень любопытно и интересно. Отдельная совершенно наука, потому что весь город стоит на мерзлоте, и так просто построить ничего нельзя. Алексей Валентинович, вам большое спасибо. Конечно, хочется пожелать, чтобы на вашу выставку пришло много гостей, потому что она, правда, очень интересная. А вам хочется пожелать хорошего дня и больших удачей. Ну а мы с вами прощаемся на этом. Всего доброго. Завтра встретимся снова в это же время, в этом же месте. До свидания.